var радиосының Олтынша милли музыкаль премиясы. В бюллетене только два варианта ответа – да или нет, согласны или не согласны платить за то, чтобы в следующем году в Новосинском поселении доремонтировали кладбище, установили гидранты и достелили дорогу. На это нужно собрать по 300 рублей с человека. Это недорого, мы хотели по 500, 300 это нормальная цена, мы довольны. Это продолжалось, хочу. У нас в деревне на глазах прям изменилось, все делается к лучшему. Асфальтированы дороги, кладбища, возле мечети территория все устроена. Один из последних примеров – Новосинское кладбище. Все, что было нужно для материалов и работы, все деньги на это были собраны после результатов референдума прошлого года. Итог – больше полукилометра нового забора и 200 метров щебеночной дороги. Щебеночная дорога там, где всегда была распутица, тротуары там, где хотели ходить люди. Отдать голос за новую инфраструктуру уже с раннего утра шли и в Агрызе. За чистотой процесса следят наблюдатели. Много людей уже пришло на данный момент на 11 часов. Уже является 20% явка людей, то есть людям это очень интересно. Город развивается, и поэтому я хочу, чтобы это и дальше продолжалось. В Елабужском районе в топе запросов снова дорога. По условиям их программы самообложения в 2 селах будет щебеночное покрытие. Это для нас, как говорится, небольшие деньги, чтобы село процветало. А вот в селе Новое Надырово голосуют за ямочный ремонт и уличные светильники. На все про все 200 рублей. В прошлом году в избирательный участок пришли 76% селян, в этом порядка 80%. Везде ущербность в заведениях, клубе, садиках, на улице, магазине. Все людям сообщался об этом. До обеда решили прийти, чтобы быстрее проголосовать, чтобы призвать своих знакомых, друзей, чтобы они тоже дали свой голос. За самообложение здесь голосуют в 4-й раз. Включились, когда программа только начинала работать в республике. Татарстан в этом отношении является пилотным регионом в России, где самообложение оно основано на грантовой поддержке, если можно так сказать. К 8 часам на местных участках проголосовали больше 500 000 человек. Это почти 70%. Подобная результативность вполне объяснима, поскольку на референдум ставятся действительно важные и понятные вопросы. Население знает, за что оно голосует, что оно от этого получит. Сегодня в обществе есть запрос на гражданский активизм, то есть на более активное участие граждан в решении различных социально-экономических проблем. По данным татарстанского ЦИК, референдумы состоялись в 838 поселениях. Однако в Габишевском, Большекабанском, Песчано-Ковалинском, Столбищенском поселениях Лаишевского района, а также Пестричинском и Кощаковском поселении района референдумы не состоялись. На них пришли меньше 50% избирателей. Рамиль Шайдуллин, Рамзиль Гарипов, Руслан Хуснудинов, Ринат Сафин, ТНВ, Арский, Агрызский, Альметьевский районы, Казань.